Ну что, сегодня мы говорим о капоэйра, удивительный спорт, на мой взгляд, невероятно зрелищный. Но вот само название капоэйра, да, что это такое капоэйра? Capoeira é uma luta baseada em dança. Foi criada no Brasil на época Капоэйра – это национальное боевое искусство Бразилии. Изначально оно было рождено как искусство свободы. В наше время оно, конечно, видоизменилось. Теперь это больше спорт, нежели танец. Почему, вот я смотрю, мне, если честно, больше это напоминает танец. То есть так изначально и задумывалось это как бы танец, который превращается в бой, или это как бы бой в танце? Капоэйра похожа на танец, потому что когда-то давно в этом была необходимость – стилизовать его под танец. Ведь когда-то капоэйра была запрещена, и рабы в Бразилии вынуждены были делать вид, что они танцуют, когда на самом деле они учились драться. И надсмотрщики даже не догадывались, что в этих танцах кроется сила бразильского духа. Поэтому в результате мы видим бой и танец, объединенный в одном искусстве. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что многие люди идут заниматься спортом, чтобы уметь как бы дать отпор врагу, чтобы уметь там как-то в самообороне противостоять. Эффективна капоэйра вот именно в самообороне? Com certeza. A capoeira tem sido dos esportes de ataque e defesa, dos esportes mais completos. Конечно, можно, поскольку кроме боевой техники в капоэйра также развивается тактика ведения боя, которая поможет вам сориентироваться и дать отпор. Я, насколько знаю, на занятиях по капоэйра ученики, они поют песни на португальском, по-моему, если я не ошибаюсь, они играют на инструментах. Это обязательное условие, да, этого вида спорта? Музыка – неотъемлемая часть капоэйра, так же, как и умение играть на инструментах. Ну и, безусловно, традиции. В любой стране, где бы ни происходило обучение капоэйра, ученики изучают португальский язык, чтобы постичь культуру этого искусства. Во всех видах спорта есть какие-то, может быть, данные. Есть, допустим, в карате это черный пояс, когда любой человек хочет достичь определенной высоты. Вот в капоэйра это что такое? Это, допустим, как-то это мастер, может быть, называется. Или какая максимальная высота в этом виде спорта? В нашей школе капоэйра существует 11 градаций. Самая высокая – это мастер. Но путь до этой вершины занимает у некоторых до 20 лет. Я не могу, безусловно, не спросить о, пожалуй, главном вопросе, который интересует лично меня. Какова главная мысль капоэйра? То есть вот есть в любом спорте какое-то учение, то есть которое, допустим, мастер несет своим ученикам, которое спорт несет вообще ученикам. Вот какая главная мысль? Кроме того, что КПР развивает физические данные, оно еще очень важна в социальном плане. Люди посредством КПР общаются друг с другом. Это очень важно. В результате мы видим человека, здорового не только телом и духом, но еще и мыслями. Но сегодня, друзья, в самом начале беседы я говорил о том, что КПР – это невероятно зрелищный спорт, невероятно красивый спорт, и мастер сегодня к нам пришел не один, поэтому мы, безусловно, не можем не попросить показать нам всю зрелищность этого момента, который вы увидите прямо сейчас.